улице минус 18. Уже 7 часов утра, без 10. Я не спешу. Нарезал сало. Такой грудинка с прослойками мяса. Жарю. Чайник закипел. Вот, сало уже жарится. На улице прохладно. 17 градусов. Ну да. Дым столбом. Ветер где-то гуляет, шумит. Но если сравнить с вчерашним днем, то намного тише и холоднее. Ну да, ну днем ветрено, думаю, даже будет. Я не спеша собираюсь, буду завтракать. Потом уже пойду. Успею, целый день еще впереди. Дни уже не такие короткие. Много чего можно успеть. Спалось хорошо. Несколько раз вставал. То жарко, то наоборот откроешь дверь, прохладно становится. Вот. Балдею. Балдею, ребят. Этот шматок еще осталось. На завтра или вечером можно пожарить. Вчера, ребят, я сейчас покажу. У меня суп получился, вот такая каша. Представляете, пол кастрюли съел. Капец, рису много я наложил туда. И очень густой получился. Даже похоже на кашу. Мышеловка почему-то не сработала. Там тоже другая мышеловка пустая. Ладно, завтракаем и пойдем. Ребят, смотрите, лунки от озера. До сих пор еще лунки, вон. Он еще два. Получается, он сел примерно с десяток, наверное, косачей. Прикинь, еще, во-первых, в снегу, в лунках. Он там сидит один. Плохо видно, конечно. Что-то потерял. Вот, блин, испугал. Напугал-то есть. Вот тут вот еще один. Серые. Прямо вот отсюда взлетели. Вон летают. Капец, где не ожидаешь. Смотрите. Лес. Такой ельник. Осталось еще 3 капкана. И тут они лежат. Вчера видел тоже в густой-то в тайге. Они сидели. Ну, они сидели, а с лункой. Ну да, они уже на деревьях были. Может, еще где-то они есть, но... А вот еще один взлетел. Один, и тут еще отсюда. Ну, примерно штук 20 наберется. Это вчерашний же может. Вот так вот. Нормально. Еще пару рябчиков слышно было. Свистели там. Стаи следы. И утулан. Прохладненько идти. Самое то. Не потею так сильно. Рассказываю. Прошел и закрыл все капканы на этой тропе. Куницы нету. Тишина. Возле одного капкана свежие следы были. Метров 15 от капкана прошел куница. Все, он в целости, сохранности на будущий год остался. Вот. Это, ну, такой средненький след. Пью чай сейчас. Дальше план у меня. Пойду в сторону, по навигатору, наверное, в сторону, куда улетели косачи, что вот вам снимал. Может, где-то их увижу.
Возле реки, может, где-то они будут. Посмотрим, поброжу, время есть еще. Пока вот такие планы. Вот. А как придем в избушку, уже буду думать, что дальше делать. Ну, за неделю ничего не изменилось. Меньше стало следов. Вот здесь прям тропа заячья. Меньше стало зайцев, куда-то ушли. В прошлый раз больше заячьих следов было. Один след куницы свежий. Вот, видел. Примерно от 15 до 20 косачей, тетерок тоже видел. И 3 рябчика еще слышно было. Так что есть семена, есть. Так что будущее вот в эту осень уже, как бы, думаю, охота тоже интересна будет на боровую птицу. Ветер поднимается, немножко гудит лес. Ладно, сейчас пью чай с конфетами. Шоколадка тоже вот. Шоколад. Чай из термоса и дальше в путь. Там тетерка сидит. Стрелять не стану. Самочка сулетит. Вон она. Легко можно было добыть. Прямо из-под ног вылетела. Вот еще смотрите. Тоже самочка села. Тоже самочка. Остальные улетели. Вон сидят. Далековато. Сейчас еще взлетят, может. Улетела самочка. Там далеко, ребят. Сели, конечно, но... Здесь в кадр попал, как они взлетели. Отсюда. Вот и думаю, где их найдешь. Где не ожидаешь, там и взлетают. Вот. Вон трелунга. Третья. Капец буралом, ребят. Вот смотрите, сколько здесь валежников. Представляете, что тут натворило. Не знаю, где идти. Зигзагами хожу. Еще лунка. Еще 3-5 штук еще взлетело. Далеко летят. Улетают далеко. Не ожидал тут их увидеть. Я к реке иду. Они вот тут. Летают, улетают далеко. С лунки так неожиданно вылетают, и реакция не та уже, блин, чтобы в лед их стрелять. Так, ладно. Пойду дальше. Вот смотрите. Видите? Все одинаково также не держит на пустырях. По ельнику, вот там я прошел. Сейчас уже иду к избушке. По ельнику, где вот это все сверху упало, там комфортно идти. Ну так, вообще на 70% легче, чем вот здесь по пустырю. Небольшой пустырь, вот скажем. Но вот ничего не выпало, и вот то же самое, ребята. Вот поверьте мне, сколько тонешь, вернее, сколько тонешь ты, вот идешь
И сколько проваливаешься, также и буран, и толкач, и любая техника также, он зарывается. Если ты с комфортом идешь там, ну, спокойно так, лафа, припеваючи, и тогда и техника идет. Но этого снега еще, к сожалению, у нас нету. Борозда такая вот. Чуть-чуть правее от солнца иду. Направление такое взял. Сейчас после косачей одного рябчика еще видел. Все, больше никого не было. Вот следы кукуницы. Вон он бегала. Не свежий, правда, уже припорошила снегом. А там пустырь. Возле пустыря капкан. Еще дальше 100 метров снова капкан. Там у меня бураница уже идет. Ну вот видишь, они бегают стороной. Мимо капкана проходят. Так, ладно. Сейчас до бураницы дойду, там легче уедете. Блин, засомневался уже. Что-то я путаю или что. Должна быть бураница. Его нету. И вот он появилась. Мини-бураница в этом году. Вот она. Все. Сейчас буду кайфовать идти. Время без 5:12. Из избушки я вышел где-то, не помню, в 7 часов, наверное, примерно. Вот столько я гулял. Грею суп. Представляете, какой суп у меня вчера получилось? С утра я здесь обжарил сало. И вот на этом жир там, что осталось, грею рис. Ну вот так получилось. Суп у меня такой густой. Нормально. Все в ход идет. Ничего не выкидывается. Конечно, жидкий суп вкуснее. Иногда и надо жидкое есть. Когда вот жажда одолевает, хочется вот что-то жидкое пить, есть жидкий суп тоже. Сейчас я, в общем, подогрею, пообедаю. 12 часов еще до темна, 5 часов. Хотя бы пару часов еще поброжу, схожу куда-нибудь. Тут недалеко 4 капкана у меня. Вот, их закрою. И может еще с ружьем. Так по пути, может что-то и будет. Пойду схожу еще. Ночь длинная, успею еще, высплюсь. Так что погуляю. Сейчас обедаю. Вот такие дела. Что будет, буду включаться, рассказывать, показывать. Показывать пока нечего. Что было, я вам показал. Птицы сегодня взлетали, между прочим. Давно уже такого не было, чтобы вот в 2 местах видеть косачей. За всю зиму вот одна и та же, наверное, стая здесь и зимовала. Ну, отлично. Пускай летают. Вот. Хотя шанс был у меня добыть. Но себя в руках я умею держать. Осенью я стреляю самок, а весной нет. И всем советую их не трогать. И даже и на тока меньше ходить, чтобы добывать. Пусть такуют. А осенью уже их будем добывать, когда их будет много. Очередной след куницы. Вот. Тоже припорошила. Короче, уже я, ребят, возвращаюсь в избушку. Решил по просеке. Здесь у меня за часами просека. Вот так, после обеда еще наброил капитально. Где-то километр 700 мне надо еще возвращаться. Хотел по другому пути идти. По навигатору. Потом, блин, так прикинул. Там я буду блуждать, во-первых. А во-вторых, вон, смотрите.
паутина, зачес, без зачесов там подсад очень много. Смотрю, до просеки примерно где-то метров 400, наверное, было. Сейчас, думаю, я пойду к просеке, на котором уже я стою. Вот. Вот тут вот видите, все теряется. Вот валежник упал, старые с зачесами деревья, тут еле видны. И так теряется. Вот так вот. Это еще один пример. Говорит, надо чистить. И вот, скажем, кварталка, уже квартальная просека. Есть такой вот полоса. И на этой полосе ты просто теряешь это. Вот. Не видно. Сейчас покажу зачес. Вот он под снегом. Видите? Это сейчас на солнце еще как бы немножко таял, а так он весь снегу. Не, ребят, некоторые просто не хотят понять, что я показываю, говорю. Тут я нормально так зачесы делал. И то теряется. Видишь? И когда вот ты пробиваешь дорогу первый раз, на буране, если на буране, буран куда хочет, туда и орет. Ты потеешь, бля, устаешь там, чихуешь, застрял там. И просека, где она, где зачес, где? Вот деревья гнутые. Вот так быстро все меняется. Это сегодня на солнце. Солнце издалека, если оно есть. Честное слово, бля, где он вообще? Зачес. И здесь тоже так же блуждать приходится идти. Не понял совсем. Так. Так, ребят, болтаю, и я потерялся на ровном месте. Не видно, блядь. Ай, где он, блин, зачес этот? Вон он, вон, видишь как? Чуть левее, чуть правее, то есть я пошел. Глухариные места. Здесь осенью тяжело ходить. Сырой участок, место гиблое. Сейчас прохожу. Нифига нету. Одного рябчика, между прочим, еще видел. Тоже с лункой. Блять, целый день они в лунках. Я не знаю, на полчаса только на кормежку выходят и все. И получается, он взлетел. Да, вот зачес, видишь? Вот. Вот. Опачки. Так, да, все. Сейчас уже нашел. Вижу. Раньше здесь на буране тоже ездил. Есть видео. А потом маршрут поменял. В совсем другом месте сейчас езжу. Но поддерживаю все равно эту просеку. Бывает и осенью прохожу. Но и любой момент я могу зимой здесь проехать. Вот она. Зачес. Большие дела.
Нормально, чтобы издалека видны были. Ну, понятно, если вот так вот. Это шикарное место. Широкий путь. Где я начинал там съемку, там ельник. И подсад этот, блин, все закрывает. Нелегко ходить, нелегко. Сейчас вот после обеда примерно у меня получилось, грубо говоря, 4-5 километров, наверное, будет. Ну, пускай 4, не буду уже много говорить. Пускай 4, достаточно. 4 до обеда, еще больше прошел. Немножко уставать начал. Но вот по такому снегу, вот лунка, есть, немножко дичь есть. И по такому снегу, вот здесь по пустырю вообще гибель. Вот она, видите? Здесь и мототолкач застрянет. Буран я вообще, коротыш. Про него я промолчу лучше. Я знаю, что такое короткий буран, прекрасно. Ну и лучше стараться ходить по ельнику. Ну как, можно и по сосновому лесу, но не по такому, где вот видите, пустота, жиденький лес. А где плотная тайга, там с деревьев выпал вот этот снег, и вообще шикардос идти. Вот. И вот как перемешку ельник, пустырь. Где-то от 10 до 15 километров можно пройти. Вот. 15 километров пройдете, и вы начнете уставать. Надо вот это все рассчитать, чтобы знать. Вот я пройду 15 километров, и не надо думать там вы в одну сторону, если 15 пойдете, и обратно, это уже смертельно много будет. Ну кому как, у кого какие ноги. По себе я вот так говорю, как бы все равно возраст, время свое берет. Раньше бегал тоже, будь здоров. А сейчас уже все 15, 20 это я еще могу, но больше лучше. 30 километров на 30 уже устанешь. Устанешь-то, Олег, на 30 километров. Сможешь, но устанешь. Я не говорю, что я не смогу или еще. Почему бы и нет. Вот так. Так идешь. Бум, бум, бум. Надо, привычку надо брать пошире, вот, между лыжами. Пошире надо, чтобы оставалось. Не так ходить. Вот. Привычка такая у людей. Вот. И на завтра вот по такому уже тебе трудно будет идти. А вот по такой ты будешь лететь. Пошире надо всегда. Так вот, ходить. Ох, блин, тяжелый путь тут. Не, ребят. По целине еще невозможно ездить. Хоть как. Надо вот теперь. Капец, тонет, но лежи не на кого, вон оно. На склизах мототолкач, возможно, поедет. Но на катках тоже зарывается. Буксует, просто буксует. Едет он, как бы обороты есть, на буксует. Вот так. Все, в общем, выключаюсь. Немножко природу показал. Погода вообще шикарная. Безоблачное солнце, мороз. Чувствуется холод. И ветер еще, как назло, блин, холодный. Все, ребят, я уже у избушки. Пришел, дрова заготовил. И еще
буду ремонтировать вот это топорище, смотрите. Вот, при ударе топор получает об полено, и сюда надо прибить жестянку. Жесть я привез. Сейчас занесу домой, пусть лед растает. И жестянку еще прибью. Все, на сегодня больше делать ничего не стану. Устал, если честно. Вот. Дым шпарит. Сейчас подкинул дрова. Что я еще могу сказать? Давайте до завтра. Завтра посмотрим, какой день будет. Завтра уже закончу закрытие капкана здесь полностью. И думаю, даже, может, и поеду домой. Вот. А сегодня уже снимать ничего не стану. У меня там варка. Сегодня надо доесть этот рисовый суп, который превратился в кашу. Но если не хватит, я могу еще пельмени сварить. Или же можно и макароны с консервом. Без разницы. Там еды много. Можно приготовить на скорую руку. Сейчас я, конечно, проголодался. Еще наброил достаточно. Все, шабаш на сегодня. Давайте, до завтра. Пока.